были синяки, и порвано ухо было. Терпи. А кому ты будешь нужна? А как ты одна? Схватил меня за волосы, потащил в спальню, одел мне эти макароны на голову, стал избивать. Он прям смотрит на тебя, и ему это нравится. Бывает очень сложно. Боишься, страх остается. Потом пошли ножи, по дому летали ножи. Ребенок на полу сидит. А мне так страшно, сейчас, не дай бог, этот нож отскочит и прямо в нее попадет. Он убивал, и он просто убил во мне все. Он убил во мне девушку, он убил во мне все. Прощать нельзя. Это как собака. Один раз укусит, и если ты ее не накажешь, она тебя загрызет. Здравствуйте! Добро пожаловать к нам в гости в социальную гостиную. Идемте покажем, что у нас есть. На первый взгляд обычная городская квартира. Уютные посиделки на кухне, горячий обед на плите, детский смех. Но прямо здесь, без преувеличения, висели на волоске и были спасены десятки человеческих жизней. Сюда приходят тогда, когда уже некуда идти. С синяками, переломами, без одежды и документов, как после пожара, иногда босиком. Одна семья пришла в маечках и в галошах. То есть им пришлось экстренно покинуть свой дом. Они там попросили денег на дорогу у прохожих и доехали до нашего офиса, где мы их одели, обули и привезли вот уже сюда, в социальную гостиную. Давай придумаем тебе какое-нибудь карнавальное имя. Мне кажется, ты будешь принцесса Эльза. Поначалу даже не верится, что почти все эти семьи жертвы домашнего насилия. Для них стал реальностью самый страшный сон, когда от человека, способного на жестокое избиение или даже убийство, некуда убежать. Ты живешь с ним под одной крышей. Полетела тарелка мне в голову, потому что был пересолен ужин. Были синяки, и порвано ухо было. Терпи. А кому ты будешь нужна? А как ты одна? А тебе даже на памперсы не хватит. Как бы стыдно одной с ребенком. Была морально вообще убита. Просто была убита. У матери двоих детей Наргизы сложная история длиной в 16 лет. Она терпела, уходила, возвращалась и снова терпела. Решающую роль сыграл страх за жизнь детей. Прощать нельзя. Это как собака. Один раз укусит, и если ты ее не накажешь, она тебя загрызет. 7-летняя Алина теперь называет это место домом, хотя иногда все еще плохо спит по ночам. Я тут живу. Тутоньки я сплю, тутоньки я играю. Тут у меня целая коробка игрушек, я тут с семьей играю. Вот тут спит Русик, а тут спит моя мама. Иногда, когда я не могу уснуть, я у мамы в кровати сплю. Где мы находимся? Это твой дом? Да. Здесь начинаешь понимать, что такие истории отнюдь не редкость. Они сплошь и рядом, за закрытыми дверьми соседских квартир. Алисе всего 22, и у нее сейчас самый острый период. Она просит не показывать лица, потому что все еще панически боится мужа. Девушка выросла в детском доме и всю жизнь мечтала о своей семье. Но, выйдя замуж и забеременев, поняла, что живет с настоящим садистом. Постоянно сидел дома, выпивал, много выпивал. А он как будто с цепи сорвался. Сел на меня и начал бить кулаками, вот по лицу, прям головой об стенку, как только нет. Я ему кричал, что я беременна, ты разве забыл? Но он потом извинялся, он плакал прям, что вот больше не будет. После рождения ребенка стало еще хуже. Муж-тиран понял, что Алису некому защитить, и превратил ее жизнь в настоящий ад. Потом пошли ножи, по дому летали ножи. Ребенок на полу сидит. А мне так страшно, сейчас, не дай бог, этот нож отскочит и прямо в нее попадет. Он нас на улице с ножом, с вилками гонял. Я от одной соседки к другой соседке с ребенком. У меня были такие мысли, у меня каких только мыслей не было. Чтобы он убил меня, что ли, чтобы только не мучил меня вот с этими синяками, чтобы я с шишками не ходила. Чем могут закончиться подобные истории, регулярно рассказывают сводки новостей. Эти жуткие кадры облетели всю страну. Муж зверски зарезал жену на трассе, прямо на глазах двоих маленьких детей.
Там крики такие. Смотрю, девочка выбежала, годика 4 ей. Она бежит туда, к маме-то. Мама, мама кричит. Он ее так отхватывает, отшвыривает ее, возвращает в машину. Еще одна трагедия в Кармаскалах, где ревнивый муж устроил резню в детском саду и расправился с женой-воспитательницей. При этом и односельчане, и полицейские знали, что происходит в этой семье. Гонялся по улице с ножом за ней. Милиция так сказали. Убьет, приходи. Не допустить подобного задача некоммерческой организации «Возможность». По словам психолога Натальи Слободян, в случае с насилием в семье единственный выход для женщины – бежать без оглядки. И об этом мы говорим многим женщинам, да. Бегите, это не лечится. На моей памяти никто не справлялся еще на самом деле. Конфликты можно исправить. Конфликты, да, ты поработаешь с коммуникацией в паре и все. Но насилие, оно не исправляется. Адрес социальной гостиной, где женщины с детьми могут получить экстренную помощь, держится в строжайшем секрете. Публикуется только номер горячей линии. Такие меры безопасности необходимы, поскольку агрессия насильников, которых лишают жертвы, может коснуться и других семей, живущих здесь, и даже сотрудников организации. Звонят на телефон, угрожают, пишут заявление в прокуратуру. Да, и тормозные шланги мне как-то возле офиса получились подрезанные. Я выехала. Это было опасно для моей жизни. Ну, как бы лишаем их любимой игрушки, да. Работа организации началась больше 10 лет назад. И сначала это была помощь детям-беспризорникам. Вот, например, снимки с уфимских улиц тех лет. Подросток с пакетом клея в руке выбирается из ямы под гаражом, где он живет, чтобы впервые за долгое время поесть горячую пищу, привезенную волонтерами. Мы ездили в патрули, искали детей, кормили их, обрабатывали от вшей, меняли им чистую одежду. То есть это дети, которые жили в подвалах, в колодцах, в подъездах из неблагополучных семей. Бывали те, кто убегал из детских домов. С 2013 года здесь заработал уже семейный приют для женщин с детьми в трудной жизненной ситуации. Психологи и юристы помогают им самим встать на ноги, найти работу, устроить детей в садик или школу, или даже переехать в другой город, если это необходимо. Сюда продолжают приходить и те молодые мамы, для которых насилие осталось далеко в прошлом, ведь их опыт помогает другим. Перестала себя жалеть. А то я думала, я одна в мире такая бедная, несчастная. Оказывается, нет, еще хуже бывает, и их много. Смотря вот на других женщин, я поняла, что я сильная. В жизни бывают разные полосы. Бывает веселая, бывает вообще грустная полоса. Но в конце все равно она получается жизнь очень прекрасна. Хорошее напоминание, что если в жизни все плохо, все равно в конце будет все хорошо. Сегодня мастер-класс по рукоделию с тематическим подтекстом. На подобных встречах женщины и дети общаются, отмечают праздники, пекут вафли или печенье. Словом, просто привыкают жить без насилия. Спасибо. Оп. Мы делали пиццу. Да. И ты сыр ел, я помню. Да. Здесь царит удивительная атмосфера, улыбки на лицах и какое-то особенное тепло. И это не случайно, говорят сотрудники, ведь главное, что нужно семьям после пережитого ужаса, простая человеческая поддержка. И только мы невольно нарушаем эту идиллию, попросив женщин поделиться своими историями. Разбитое мое лицо, кровь, слезы ребенка. Ушла в никуда. Нашла в себе силы признаться то, что нужна помощь. Потому что старалась не выносить ссору из избы, как говорится. Многое скрывала от его родни, скрывала, от всех скрывала. У Карины необычная судьба. Она цирковая артистка, канатоходец. Вспоминает, как работала перед зрителями на высоте 9-этажного дома. И падение оттуда сравнивает с тем, что происходило в ее семье. Ты летишь вниз, и ты понимаешь, что не факт, что там все выдержит, и не факт, что ты останешься живая. Так же и в жизни получается. Он убивал, и он просто убил во мне все. Он убил во мне девушку, он убил во мне все. Я поклялась, если я еще раз вернусь, я сама себя зарежу. Просто я сама себя убью. Карина все же сумела вырваться из этого кошмара. Сейчас, спустя 2 года, счастлива с другим мужчиной. Признается, он полная противоположность, заботливый и надежный. Вместе они ждут общего ребенка. Пример Карины вдохновляет других женщин.
Необходимо в нужный момент просто проснуться, посмотреть в зеркало и сказать: я девушка, я любима, и я буду любить. Причин, по которым женщины продолжают терпеть насилие, много, говорят психологи. Это и страх остаться одной, и боязнь обращаться в полицию. Большинство надеются, что мужчина изменится, пытаются сохранить семью ради детей. У нас был случай, когда женщина 3 дня прожила в своей квартире под столом вместе с 2 детьми. У нее муж, он прошел горячие точки, и он выпил, и везде враги были, да. И когда она сбежала и прибежала к нам, это был просто ужас. Дети побитые, она с синяками, да. Вот, и она говорит: я берегла семью очень долго. И мы говорим: а что ты берегла? Многие женщины воспринимают рукоприкладство мужа как норму, ведь так же с ними поступали и родители. Родители мои показали мне, что бить, обижать – это норма, это любовь. И поэтому я видела, мне казалось, что я его люблю. Во время беременности он перекрывал мне дыхание, избивал, схватил меня за волосы, потащил в спальню, делал мне эти макароны на голову. Он прям смотрит на тебя, и ему это нравится. Сбежать от мужа-тирана Насте удалось 1,5 года назад, но, признается, до сих пор не оправилась психологически. Красивая молодая женщина боится новых отношений с мужчинами. И особенно переживает за ребенка. В разгар семейной драмы ее маленький сын заработал неврологическое заболевание. Он меня избивал, и ребенок забился между диваном и кричал: папа, нельзя маму бить, нельзя маму стукать. Мы ему поставили симптоматическую эпилепсию на фоне этого. То есть сильный стресс. Настя рассказывает, уйти было непросто, ведь муж долгое время внушал ей, что она никому не нужна, все вокруг плохие, и она сама начала в это верить. Но здесь поняла, что есть люди, которым не безразлична чужая беда. Теперь она пытается уберечь других девушек от ловушки. Говорит, насильника можно распознать еще на раннем этапе отношений, ведь большинство из них действует по одному сценарию. Контроль денег, контроль твоей работы, что тебе это не нужно, твои родственники, давай лучше с ними не будем общаться, а то они мешают. Друзья, подруги, они тоже плохие. Все, это первый, это не звоночек, это набат, это колокол. Ты свободный человек. Ты имеешь право выходить, ты имеешь право дружить, ты имеешь право работать. У тебя есть эти права, но почему-то они начинают верить, что у них нет этих прав. При этом насилие всегда циклично, подчеркивают психологи. После него агрессор просит прощения, извиняется, покупает подарки. Наступает период затишья, но затем все обязательно повторяется. Бывает, пуля пролетает насквозь, а бывает остается. Вот такие раны бывают, что остаются, что она застревает глубоко. Гуля не была жертвой физического насилия, но оказалась в ситуации жесточайшего эмоционального унижения. С 2 маленькими детьми, младшему из которых было всего 6 месяцев, муж выставил ее на улицу. А когда она от безысходности попросилась обратно, ей пришлось жить в одной квартире с его новой женой. Они жили в зале с мужем, моим бывшим, а мы с детьми в детской комнате жили. Я так пожила у них месяцев, наверное, 4. Через стенку все это, сами понимаете, все слышится, да, там. Все это очень сложно. Можно с ума даже, наверное, сойти. Гуля сумела уйти и встать на ноги одна. Потом встретила достойного мужчину и вышла замуж снова. С тех пор прошло уже несколько лет, но страх до сих пор живет где-то внутри. Бывает очень сложно. Боишься, страх остается. Но люди помогают. Родила сына 3-го. Я счастлива. Главное для женщины в подобной ситуации снова поверить в любовь и в саму себя. А еще вспомнить, что мир не ограничивается 4 стенами под одной крышей с тираном, что есть другая жизнь, жизнь без насилия. Стоит лишь переступить через порог. Не надо терпеть не ради детей, не ради... Дети этого потом не поймут. Они могут повторить такую же судьбу. Поэтому лучше уйдешь. Будет трудно, будет очень трудно, но Бог нам не дает тех испытаний, через которые мы не сможем пройти. Через такой тяжелый период прошла с 2 детьми в руках, с гречкой, да, и с молоком. И я прожила. Я подняла детей своих на ноги, и я прожила. И можно, нельзя возвращаться обратно. Нельзя унижать себя, заставлять. Ни в коем случае. Вот это я точно знаю.